Все это. Но скорбь – это следствие наших утерянных отношений с Богом. Мы забываем Бога и испытываем скорбь, как и страх также. Страх относится к демоническим качествам, хотя в Бхагавад-гите оно не упоминается в списке демонических качеств, но в целом учителя в нашей традиции говорят о том, что страх является, безусловно, демоническим качеством. Природа страха очень интересная. Кто знает, какова природа страха? Кто слышит? Отсутствие знания. Так, какие еще версии будут? Какова природа страха?
Отделенность от Бога. Отделенность от Бога. Так, кто еще что предложит? Отсутствие любви. Отсутствие любви. У вас хорошие ответы на самом деле. А? Эгоизм. Эгоизм. Природа страха описывается в 11 песне Шримад Бхагаватам. В 11 песне Шримад Бхагаватам говорится «Иша апэтася». Шридхара с вами, комментируя этот стих, говорит, что слово «ишат» относится к верховной личности Бога, а «пэтася» слово переводится как «забвение». Забвение Бога — это причина страха. Мы забываем Бога и испытываем страх. И Кришна в Бхагавад-гите рассказывает важную философию. 16 глава, это 1 стих, с 1 по 3. В 16 главе описываются божественные качества, демонические качества также. Но с 1 по 3 стихи упоминаются 26 божественных качеств. И первое качество — это Абхая. Абхая, Сатва, Самшутхих. Бесстрашие — это первое божественное качество. Это мне уже нравится. И она меня спросила: то есть я могу получить тело кота? Я говорю: да. И она закатила глазки и сказала: я хотела бы родиться тогда сиамской крыской. Сиамской крыской. Тут Агнитхара Прабху не выдержал, который сидел рядом. Он говорит: Ольга Ивановна, но сиамской крыской может не получиться. Можете получить тело ободранного кота в подвале. У нее энтузиазм ушел из глаз сразу. Агнитхара добавил: и будете лопать мышей. Она говорит: нет, тогда я не хочу крыской. У нее прошел энтузиазм. Но так или иначе, у меня был случай другой в Тверской области также. Я представлял книги, извиняюсь, это была Кировская область, город Котельнич. Я зашел к заведующему магазина, была суббота, и я увидел женщину, которая была очень грустной. Я представился, достал книги, стал рассказывать о нашей философии. Она сказала: у меня очень тяжелый период в жизни. И Бог мне не помогает. Умер муж. Она рассказывала, какие у нее тяжелые отношения с детьми, с родственниками. Магазин доход не приносит. Я говорю: ну, Надежда Петровна, не расстраивайтесь, разные периоды в жизни бывают. И затем я предложил комплект этих книг. Она сказала: ну, однозначно книги я ваши брать не буду, потому что Бог мне не помогает. Я ей сказал: ну, вы знаете, вам лучше все-таки взять эти книги, потому что следующее рождение, может быть, не было приятным. Она говорит: каким может быть не было приятным следующее рождение? Я сказал: ну как, можете получить тело кошки или собаки? У нее тоже засветились глаза. Она сказала: то есть вы хотите сказать, что я могу стать кошкой? Я говорю: ну да. Я говорю: вы, к сожалению, можете стать кошкой. Она говорит: не к сожалению, если это реальность, то я просто очень хотела стать кошкой. Я говорю: почему? И она мне отвечает, она говорит: потому что здесь достала работа, достали родственники, одни страдания, а тут лежишь, молочко тебе, рыбка и никакой работы. И она еще больше вдохновилась, она, знаете, встала, она посмотрела на меня и спросила: скажите, сколько стоят ваши книги? Я говорю, я ей сказал цену, и, собственно говоря, она задала мне вопрос: скажите, в этих книгах говорится о том, как можно стать кошкой? Я говорю: конечно. Она говорит: тогда я куплю эти книги. Мы на самом деле распространяем эти книги, чтобы люди не стали кошкой. И собакой тоже. А она купила эти книги для того, чтобы узнать, как стать кошкой.